председатель Совета Ростова САФ Кабардино-Балкарии. Участники открытого чемпионата Кабардино-Балкарии на приз Героя Советского Союза Канукоева Назира Титуевича. Я торжественное открытие построен. Доклад... Мы проводим второй этап открытого чемпионата первенства республики по картингу. Герой Советского Союза, которому бы в этом году исполнилось 90 лет. Это был удивительный, прекрасный человек. Человек, который отдал все для победы. И, конечно же, Родина высоко оценила его заслуги, присвоив высокое звание Героя Советского Союза. Один капитан. Второго года начал воевать с немецко-фашистскими захватчиками. За 1 год и 8 месяцев он сделал 270 мужественный, сильный, волевой погоду в самых трудных погодных условиях. Итак, закончился торжественный парад открытия чемпионата по картингу Кабардино-Балкарии. И к старту готовятся наши спортсмены под первым номером. Класс «Пионер» – это Мамаев Шамиль. Вторым стартует у нас класс «Кадет» и участник Бахаев Ислам. Будем ждать стартового сигнала и пожелаем победы нашим участникам. Итак, наш участник Мамаев Шамиль стартовал с 6-й дорожки и теперь неплохо ведет себя на дистанции. По техническим причинам нашему классу «Пионер» пришлось сойти с дистанции, но готовится к старту, вернее, к прогревочному кругу, класс «Кадет» Бахаев Ислам. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club.
выступает победитель чемпионата. 96-й номер. Мамуля Петра. Итак, к старту готовится класс союзный. Наш участник стартует с 5-й дорожки. Этот пилот, кстати, выступает в данных соревнованиях впервые, поэтому ему сегодня будет немножко трудно преодолеть дистанцию. Но тем не менее, пожелаем и удачи ему, и надеемся на хороший результат. Готовится к старту класс юниор и юниор А, братья Хабизаевы, Ислам и Юсуп. На первой дорожке и на 11-й дорожке стартуют наши пилоты. Итак, старт! Классу пионер приготовиться к второму заезду. Второй
пошел он. Второй. Готовится ко второму заезду класс «Пионер» Мамаев Шамиль. Готовится к прогревочному кругу. И я хочу сказать, что команду нашу представляет спортивно-технический клуб Росто Досааф Наурского района и Центр технического творчества районного отдела образования. Надеюсь, что сегодня соревнования с нашим участием пройдут для наших пилотов успешно. И как в прошлые соревнования не подведет сегодня нас даже технический момент. Хочется на это надеяться. Ну, будем ждать лучших результатов. Итак, Бахаев Ислам на старте второго заезда готовится к очередному старту. Идет ходка в классе кадет. Во втором заезде Бахаев Ислам четвертый на дистанции, но он ведет себя хорошо на трассе. Поэтому кажется, что результат хороший от него стоит ожидать. Итак,
Добрый день, подожди. Последний круг. Итак, на старте класс союзный. Здесь принимает участие наш пилот Денис. Он на 4-й дорожке. Посмотрите, как готовятся союзники к старту.
Итак, на этот раз у нас один пилот, к сожалению, которому пришлось выйти с дистанции. И Хабизаев Юсуп на на седьмой дорожке. Резво настроен Хабизаев Юсуп на старт. И, конечно, он будет стремиться преодолеть эту дистанцию лидером. Он пилот волевой. Итак, старт.
Флаг давай. Да, хотят. Поздно начали. А где остальные флаги? Да. Йоу. Йоу. Ала. The pimp game, sex with little kids, word is out. Уважаемые спортсмены и руководители, мы вас ждем. Мы вас ждем. Участники соревнований по случаю окончания завершения соревнований для награждения построен. Главный судья соревнований Ламрешев. Вольно. Вольно! Ну что, уважаемые ребята, сегодня здесь действительно у нас состоялся настоящий спортивный праздник, настоящая борьба. И здесь высшим лицам были вы. Вот наши юные друзья. Я хотел бы от имени организаторов еще раз вас поблагодарить за то, что вы приехали сегодня и приняли участие в наших мероприятиях. И мы с удовольствием ждем на все этапы, а у нас еще впереди 3 этапа, если не добавится 4-й этап. Поэтому особенно в части, касающейся делегации Чеченской Республики, в любое время мы вас ждем. Хотите приезжать на тренировки, хотите на соревнования, вы всегда наши почетные гости. А то, что касается Новомыска, то они уже стали почти хозяевами этого картодрома и уже добились хороших, весомых результатов и занимают призовые места. Поэтому спасибо в первую очередь ей, ее организации, санатория Миколанкова, которые сегодня дали возможность для проведения таких соревнований. Полностью расходы взяла Лена на себя, и мы сегодня видим, что все прошло нормально, как хотелось нам от организаторов. Поэтому спасибо еще раз родственникам, которые сегодня здесь присутствуют. Я думаю, эти соревнования у нас стали традиционными, и они у нас будут продолжаться на эту улицу. Покажем вам памятник. И я надеюсь, что эта улица будет в этом времени названа улицей Конукоева. Сегодня... Открытый чемпионат Кабардино-Балкарии. Честь Героя Советского Союза Конукоева Назира Титуевича. Результаты следующие. Командные места распределились так. Первое место. Командные места распределились так. Арсенал Невинномысск первое место. Второе место Эльбрус Наркала.
СТК город Грозный. Есть сборная команда. Сборная? Это сборная команда. Да, это сборная команды. Я же объявил. Кто у вас старший? Первое место? Спасибо вам, мальчики, за всех вас, военных и других старших начальников, которые здесь находятся. Пожалуйста. Награждение проводит сестра Канукоева, полковник Фуранов и полковник Стрельников. Герои Советского Союза Канукоева Шума, дочка Канукоева Елена. Первое место занял Лазаренко Алексей, Арсенал Невиномыск. Второе место занял Соловьев Максим. Третий где? Третий. Третий. Внимание! Ну, самым средним было, конечно, гонка в классе союзный и непредсказуемый до конца. И в результате первое место занял Ярмаков Николай. Дальше РЦ НТУ город Начик. Второе место занял Балагиров Мурат, Нартхалайн Брус. И третье место Кирьякин Андрей, Арсенал, Невиномыск. Очень даже приятно видеть этих сильных мужчин. В классе ЧЗ первое место занял Рушко Александр, Арсенал Невиномыск. Награждается дипломом, ценным подарком. Вторые места, второе Жилоков Тимур, Начик и Алтуев Тимур, РСТК Начик. Награждается дипломами. Отдельно класс юниора награждается дипломами. Обязая весу СТК НАУР город Грозный. Второе место Беляев Дмитрий, Минеральные воды. И третье Улаков Ислам, Светмет, город Тарнаус. Ислам. Поздравляю тебя. Молодец. Стали вон сфотографировались. Ну а сейчас по картингу на втором этапе чемпионата
Советского Союза Канукоеву. Итак, перед вами двоюродная племянница Назира Канукоева, в честь которой были проведены сегодняшние соревнования, а вернее открытый чемпионат Кабардино-Балкарии, посвященный 61-й годовщине Победы и в честь Героя Советского Союза. Пожалуйста, скажите ваши впечатления о сегодняшнем чемпионате и пожелания нашей наурской команде как призерам этого чемпионата. Так, вот я что хочу сказать. Я знаю, что ежегодно эти соревнования проводятся именно здесь. Но на этих соревнованиях я присутствую первый раз. Но я, например, очень у меня большое впечатление об этом сложилось, так как так это красиво, так это организовано. Я вот желаю всем вот этим участникам, которые здесь были, и в честь кого это именно непосредственно проводятся эти соревнования, ежегодно именно. Желаю им огромного вот успеха, счастья. Самое главное, чтобы у ребят было здоровье. Не именно быть на первом месте, на втором, на третьем, а главное, чтобы участвовать вот в этих соревнованиях, чтобы это было от доброй души, от доброго сердца. Я вот благодарю Елену Назировну, дочь, которая именно все это организовывает, создает это все именно ежегодно. Все это именно зависит от нее. Чтобы она могла и следующий год, и последующие года могла вот именно эти соревнования создавать. И вот наши гости, которые здесь непосредственно находились, и команда, вот ваша, как называется ваша команда? Наур, да. Я им больших успехов желаю, чтобы они не только в первых были местах, а чтобы везде всегда сопутствовала у них удача, и не только на первом месте, самые первые всегда были. Пусть у них все будет хорошо, везде, в семьях, в их учебе, с людьми, и все вот такие были всегда отношения красивые и хорошие. Чтобы мы чаще встречались все. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, есть среди участников ваши родственники? Есть. Сейчас я вам скажу. Канукоев Тамерлан. Тоже призер соревнований? Да, который занял второе место. Спасибо, мы и вам тоже желаем удачи. И мы благодарим вас всех и родственников, и друзей этого героя. И спасибо вам за то, что вы проводите такие соревнования, такие мероприятия. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы участвуете, все мы вместе. Спасибо вам. Всех благ. Также дочь Назира Титуевича, Елена Назировна, пожалуйста, скажите пару слов о впечатлениях сегодняшнего чемпионата и вообще пожелания всем участникам, кроме призеров, так и болельщикам и всем зрителям. Много лет уже продолжаются эти соревнования, и вот уже 2, может быть, 3 года в них принимает участие команда из Чеченской Республики. Это очень приятно. И приятно еще то, что, несмотря на маленький срок участия в их соревнованиях, они все-таки занимают призовые места. Я думаю, чем дальше, тем будет расти мастерство этих детей и ребят, которые их тренируют. Хочу пожелать именно чеченской команде удачи, успехов, и чтобы они каждый год принимали участие в этих соревнованиях и занимали призовые места. Спасибо вам большое. Удачи вам и семейного благополучия всем. Наилучше. Итак, перед нами председатель Росто Кабардино-Балкарии Ашинов Юрий Илович. Пожалуйста, скажите несколько слов о том, какое впечатление у вас сложилось за сегодняшний чемпионат и какие бы у вас были пожелания участникам сегодняшнего чемпионата. Спасибо. Во-первых, сегодня здесь прекрасно все прошло, как и всегда это бывает. Мы ежегодно проводим 5 этапов чемпионата первенства Кабардино-Балкарской республики по картингу на призе Героя Советского Союза. И в том числе мы сегодня провели соревнования в честь Героя Советского Союза Назира Титуевича Канукоева, летчика-истребителя, который за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны, которому было присвоено звание Героя Советского Союза. И как уже стала традиция, вот с того момента, как в нашей братской Чеченской Республике стало возрождаться вот это движение спортивное, как только стала возрождаться деятельность Ростода САФ, мы очень большие друзья, уже десятки лет с Тайсумовым Саидом, поэтому
с пониманием отнеситесь к тому, что сейчас у вас условий для проведения нет, и мы ежегодно приглашаем вас вот сюда на соревнования. Уже 2 года, как приезжают ваши спортсмены, и вот сегодня уже видно, в число призеров они входят, уже стало у них совершенствоваться мастерство. Я думаю, ребята очень способны и будут заслуживать хорошие места и на следующих соревнованиях. Поэтому я знаю, что такое спортивное сооружение по техническим видам спорта. Это вот одно из спортсооружений, которое сохранилось вообще в России. А их на пальцах можно пересчитать около 5-6. И наш картодром является одним из лучших. И ежегодно уже немыслимо проводить соревнования без участия вашей команды. Поэтому я хотел бы поблагодарить, во-первых, руководство вашей республики за то, что оказало огромную помощь и вот приобрело вот такую, значит, хорошую технику для участия ваших юных ребят на соревнованиях. Это огромная помощь. Я думаю, в скором времени уже по-настоящему в Чечне начнут заниматься спортом, и мы станем приезжать к вам. Поэтому сегодня спасибо ребятам, спасибо Тайсумову Саиду за то, что командировал сюда команду. А условия, все возможно, мы будем предоставлять. Вот здесь, значит, они ночевали на кардодроме, мы осуществляем охрану, наблюдение, поэтому все условия будут созданы, только лишь приезжайте. А в целом, хотел бы пожелать всему чеченскому народу мира, благополучия, и чтобы уже дети, вот как сегодняшние участники с вашей республики, стали, значит, разъезжать по всей стране и принимать участие, значит, в таких соревнованиях по техническим видам спорта. Поэтому спасибо вам большое, спасибо за то, что приехали. В любое время, по любым вопросам, не только по картингу, но и по другим видам спорта, мы рады сотрудничать с вами. Спасибо вам большое. И надеюсь, что этот вид спорта именно поможет нам и нашей молодежи, и подрастающему поколению решить все-таки проблему и занятости, и против вредных привычек, против наркомании, против алкоголя, и чтобы именно этот вид спорта объединял наши самые добрые старые традиции. Спасибо вам большое. Удачи вам. Спасибо. Счастливо. Приезжайте. Судя по сегодняшним соревнованиям, можно было определить, что работа была все-таки у нас объемной. И какие прогнозы у вас, например, о будущих соревнованиях, или какие проблемы, или что было, какое впечатление именно о сегодняшнем чемпионате? Ну, впечатления, конечно, они остаются с каждым разом одни и те же. Значит, остается очень много вопросов, которые нужно решить. После решения этих же вопросов, значит, проблем появляется также больше. Потому что с каждым разом команда, и как каждый игрок команды, он растет и идет на более лучший результат. Поэтому здесь какого-то предела достижения каких-то целей, конечно, об этом не говорится. Командный зачет, зачет каждого игрока, потому что если даже он сегодня занял первое место, то это первое место ему в последующем, чтобы поддержать, надо вдвойне работать. Поэтому сегодня команда очень усердно готовилась. Вроде бы все машины были на ходу. Все буквально за этот месяц ребята сделали все, даже буквально, можно сказать, невозможное, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. Но все равно вот этого одного дня, как всегда в спорте бывает, одного дня, 2 дней, вот эти не хватило. Вот. И в любом случае, на сегодняшний день я считаю, что выступление команды Наурского СТК – это хороший результат. Потому что занято 3-е место. Это единственное призовое место, командное призовое место, вот, которое заняло при участии команд Чеченской Республики. Это Наурская СТК и Грозненская РСТК команды. Сегодня первый раз мы заняли 3-е место среди этих борцов, этих команд. Вот. И в личном зачете, конечно, сегодня опять техника подвела пионер. Значит, Мамаев Шамиль постоянно ехал 3-м, но из-за того, что у него постоянно соскакивала вот эта цепь, технические неполадки, он остальные 2 заезда не смог доехать. Фактически результат у него есть. Есть очень хороший результат Мамаев Булат, который 100% претендовал на 1-е место.
Просто из-за того, что, опять же, не хватило вот одного-двух дней, чтобы обкатать эту машину, вот, он стал чуть-чуть как бы прихватывать, и он не стал рисковать, и решил сегодня не участвовать, для того, чтобы в последующих заездах показывать свои результаты. Вот, Мамаев, то есть Бахаев Ислам, сегодня он ходил 4-м, вот, тоже показал отличный результат. Вот, Хабизаев Юсуп, он уже 3-й раз занимает первые места. Сегодня он тоже стал призером в своем классе юниор А, занял 1-е место. Вот, Хабизаев Ислам, очередной раз у него сам гонщик не то что перспективный, но мастерски хороший, но опять же вот это невезение с техники, как всегда, вот это очередной раз ему не повезло. Но тем не менее, с учетом всех трудов, вот, а еще Мишачев Сергей участвует у нас в союзном классе, вот, он, значит, ходил постоянно 5-м, тоже в копилку команды принес хорошие очки. В общем, значит, я просто благодарю ребят от себя лично. Значит, все потрудились хорошо, и общий зачет, командный зачет, все несли хорошую лепту, и на сегодняшний день на первенстве, открытые первенства Кабардино-Балкарской республики, на этом чемпионате, где проходил в тяжелейших условиях, жарко, жара здесь, естественно, техника есть техника. Вот, они требуют свои усилия, свое упорство, свое настырство, вот, свое мастерство. Это все было. И поэтому сегодня команда заняла 3-е место. Я просто сегодня доволен. Теперь тут можно даже сказать, что именно в единстве вот это и есть наша сила вся. Что каждый за впереди стоящим уже набирает, вернее, те очки, которые сегодня так были нам необходимы. Хотя мы могли даже рассчитывать и на 1-е, 2-е. Ну, как победитель, например, Юсуп, сегодня были трудности у тебя или не были? Или что тебе помогло, например, сегодня? Трудностей не было, потому что я был уверен в своей технике. И то, что мне помогло, это жаркая погода и отличная резина и мотор. То, что тебе помогло, да? Отлично. Значит, кое-кто жалуется и на погоду, значит, тебе эта жара сегодня была на руку. Ладно. Ну, Шамиль. В прошлый раз тебе не повезло, сегодня так частично, но из-за твоего одного, наверное, и выезда тоже сегодня ты нам помог. Но все-таки остается у нас стимул для очередных побед уже, сегодняшние именно соревнования. 3-е место это далеко не последнее, но и уже есть хватка, чтобы не отпускать совсем призовые места. Будем на будущее надеяться на победу. Если вот сегодня был бы Мамаев поехал бы, это 100% 1-е место. Хотя бы вот, возможность быть призером была у Хабизаева Ислама, вот, мы могли бы в командном зачете занять 1-е место. Поэтому у нас еще результаты впереди. Поэтому я думаю, ребята потрудятся и результаты будут. Да, конечно, от каждого зависят наши победные места. Но все-таки, Булат, это даже неплохо, что ты оставил свою технику. Это могло бы быть каким-то поражением для техники, но не для команды. Команда, может быть, также осталась на 3-м месте, но просто немножко ты вырвался бы вперед, команда была бы на 3-м месте. Но сегодня ты сохранил эту технику для будущего раза. Если бы я сегодня поехал бы, на следующих соревнованиях меня здесь не было. Да, даже и о 3-х местах думать уже нам не приходилось. Просто я пытался сохранить технику, поэтому не поехал. Я спокойно обкатаю, на следующих соревнованиях приеду с 1-м местом, и все. Да, мало. Далт берхте елал урдарсон массери, массана дерес хил, тахан бинар аш бох болха бу, охтовни ох долго шлат, что дунина, тахан мотор бох, вот здесь я вага от дацахи. Массана дерес хил, шу машинаш массери гозли лил, дал ят тел ушвайн.
dēl Tjahe Birkti, dēl Eto boju.